Исян Меседуслаар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. Сегодняшний ролик посвящен памяти человека, чье имя должно звучать громко. Вероятно, из современной молодежи мало кто знает о нем. Но мы и должны возвращать эти имена из забвения. Его звали Фатхи Бурнаш. Он был поэтом, публицистом, переводчиком и невероятным театральным деятелем. Человеком, который буквально нес на своих плечах литературу, драматургию и дух татарского народа в один из самых сложных эпизодов истории – в начале XX века. Фатхи Бурнаш родился в селе Полевые Бекшики, которое сейчас расположено в Батыревском районе Чувашской республики. Он происходил от благородного рода мусульманских деятелей. Стремление к знаниям привело его в город Казань, знаменитая медресе Мухаммадия. Здесь я хочу сделать небольшое отступление. Мухаммадия начала XX века была не просто религиозным учреждением, а настоящим университетом, который ковал молодую татарскую интеллигенцию. Там преподавались иностранные языки, светские науки и литература. Друзья, интересный факт. Мой прадедушка по имени Шейхулла был близким другом Фатхи Бурнаша. Они хорошо общались в юности. Фатхи Бурнаш горячо предлагал моему деду также переехать в Казань и поступить на обучение в Мухаммадию. Судьба прадедушки Шейхуллы сложилась немного иначе. Он не поехал в Казань, но все равно стал известным и уважаемым муллой. Для начала XX века знание арабского языка и арабской письменности не было чем-то удивительным. Тем не менее, такая интересное историческое пересечение моего прадедушки и великого татарского драматурга навсегда осталось в нашей семейной памяти. Сам Фатхи Бурнаш после медресе сдал экстерном экзамены в татарскую гимназию, получил права учителя и ушел в издательство и творчество. Масштаб его таланта поражает. Именно он совершил невероятный литературный подвиг. Перевел Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин на татарский язык. Представьте, какая это большая работа – сохранить пушкинский слог, богатство образов и перенести это на тюркскую основу. Это очередное проявление его абсолютного гения. В 1928 году он становится директором Татарского академического театра, который сегодня мы знаем под именем Театр Галяскара Камала. Также он возглавлял Таткник Издат и издавал уникальный сатирический журнал «Шиян» «Скорпион». Его пьесы «Тахир и Зухра», «Старик Камали», «Молодые сердца» невероятно передавали атмосферу, душу и быт татарской деревни. Рядом с Фатхи Бурнашем всегда была его верная жена Фатима, которая поддерживала его во всех жизненных и творческих штормах. Казалось, светлое будущее впереди, но наступил 1937 год. Тяжелые годы и сталинские репрессии, времена, когда тоталитарная машина уничтожала каждого, кто осмеливался мыслить шире. Сегодня мы часто видим многих людей, которые ностальгируют по тому времени, совсем забывая, какую страшную цену заплатила наша культура. Мы не имеем права забывать эту обратную сторону и должны ценить и защищать демократический путь развития нашей страны. Ведь это единственный путь для здорового будущего. 24 августа 1940 года Фатхи Бурнашу предъявили абсурдное обвинение в буржуазном татарском национализме.
то время достаточно было просто любить и уважать свою культуру и народ, чтобы стать врагом страны. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и конфискации имущества. В те годы формулировка «10 лет без возможности переписки» или просто ссылка в лагеря часто оказывалась завуалированной смертной казнью. Близкие были уверены, что с их человеком все в порядке. На самом же деле это было не так. Писательница Марина Цветаева была уверена, что ее муж Сергей жив. На самом же деле к тому времени он был давно расстрелян. Это был жестокий обман. Реальная судьба Фатхи Бурнаша была очень страшной. 15 июня 1942 года его приговорили к высшей мере, а 1 июня 1942 года он был расстрелян в стенах Куйбышевской тюрьмы. Ныне это город Самара. Долгое время семья была уверена, что он просто скончался в одной из больниц от болезни. На самом же деле наши татарские историки и ученые по крупицам собирали этот пазл и доказали факт его расстрела с другими политзаключенными. Самое удивительное в этой истории происходит сейчас. В здании бывшей Самарской губернской тюрьмы, где был расстрелян Фатхи Бурнаш, ныне располагается кафедра Самарского медицинского университета и студенческое общежитие. Знают ли молодые люди, проходящие по коридорам, чьи судьбы и голоса оборвались в этих стенах? По моим данным, к сожалению, на здании до сих пор не находятся даже скромной таблички в памяти о Фатхи Бурнаше. Я хочу открыто обратиться к самарской общественности, краеведам и руководству города. Пожалуйста, внимательно отнеситесь к этому вопросу. Память великого татарского писателя, человека культуры и истории должна быть увековечена там, где оборвалась его жизнь. К счастью, на его родине, в Чувашской республике, в деревне Полевые Бекшики, земляки свято чтут его память. Они установили мемориал, и это пример того, как нужно беречь свои корни. Мы богаты своей культурой и историей до тех пор, пока мы помним о ней. Мы должны отдавать дань уважения тем людям, которые однажды пожертвовали своими жизнями за наше право говорить и писать на родном языке. В своих видеороликах я буду еще возвращаться к именам великих татарских и тюркских деятелей. Друзья, если вы хотите прикоснуться к нашей богатой истории, культуре, понять всю красоту и глубину татарских пьес и произведений, а главное, вы спрашиваете себя, как же заговорить на татарском языке? В таком случае мой авторский видеокурс для начинающих «Татарский язык с нуля» – отличный вариант для вас. Занимаясь по нему дома самостоятельно, всего 5 минут в день, вы сами ставите базу татарского языка. Всех продолжающих и продвинутых приглашаю в наш воскресный языковой клуб. Вся информация в комментариях под видео. Пишите ваше мнение, друзья. Парызда оңышлар. Всем удачи!